Привет всем! В последнее время меня все чаще тянет на эзотерику. Ну, видимо, старость, да, возраст дает о себе знать, а может, слишком часто смотрю ТВ-3, так сказать, настоящий мистический канал. В общем, сегодня я задумался о том, что насчет света в конце туннеля. Существует ли он на самом деле? И вот решил обратиться с этим вопросом к моим дорогим подписчикам. Ну, может, кто из вас переживал клиническую смерть, или сильно получал по рогам, или бился головой об стену. Ну, разные, в общем, могут быть случаи, и в результате чего вы теряете сознание, видите, значит, темноту, вернее, в темноте вы ничего сначала не видите, а потом вдруг маленький такой далекий огонек. Это пресловутый свет в конце туннеля, там вас уже зовут, машут руками бабушки, дедушки и прочие умершие родственники, может даже Элвис Пресли, Фредди Меркьюри, Борис Николаевич Ельцин, ну почему бы и нет. И в общем говорят, иди к нам, Михалыч, ну и потом вас реанимируют. Самое интересное, что все это описывают примерно одинаково. Ну и, естественно, церковники, религиозники, эзотерики объясняют это тем, что, мол, да, есть загробный мир, поэтому готовьтесь, сучьи дети. Будете себя плохо вести, пойдете туда, а вас там черти будут жарить в аду. Хотя упоротые материалисты и значит, ученые до мозга костей объясняют этот свет в конце туннеля двумя факторами. Ну, первое – это кислородное голодание мозга, ну, потому что кровоснабжение нарушается, мозгу не хватает банально кислорода, и начинают просто даже отбирать некоторые нервы. Прежде всего, даже участки, отвечающие за зрительное восприятие, отсюда это темнота и белые вспышки. Ну и второе, почему все-таки родственники? Ну ладно, темнота, вспышки, белые нервы, это понятно. А родственники? Почему нам видятся образы умерших людей? Ну, ученые это объясняют тем, что перед смертью, как говорится, вся жизнь проносится перед глазами, и, естественно, мы думаем о ком-то, о том, кто уже на том свете. Ну и плюс внушение, потому что один человек слышал о клинической смерти и уверен, что там должны показывать мультики про его родственников, другой, второй, третий. Ну и естественно, если ты уже настроился видеть там Элвиса Пресли, ты его там и увидишь, или там Деву Марию, или Святого Петра. Но это, естественно, всего лишь версия научная. Верить или нет, это дело каждого, точно так же, как и религия. Поэтому я интересуюсь у людей, которые действительно имели этот так называемый мистический опыт. Так видели ли вы свет в конце туннеля или нет? Напишите в комментариях, а также не забудьте поставить палец вверх и подписаться на мой канал.